Господин Яганов, смотрите, все равно вот в самом начале это просто нас очень, знаете как, очень нас эта тема беспокоит. Это как-то вот связано, вот, по-моему, кабардинцы были, да, когда взяли Совмин, я знаю, это все читал, что Жиули Шартава и все грузины, которые там были, лично сдались кабардинцам в плен. Они, кабардинцы, сказали им, что их никто не будет трогать, гарантии дали безопасности, и потом что-то случилось, и их всех казнили. Просто вот я услышал, что вас там не было, там также не было и этого чеченца Басаева, как я знаю. И ну, там кто-то был, другие были. Просто вот вы как знаете, что там случилось? Просто вот вы по-любому это знаете, эту информацию. Сейчас, я думаю, время пришло, что как-то на свет вынести это, чтобы мы тоже как-то что-то, знали эту тему, потому что эта тема нас очень беспокоит. Тут и кабардинцы замешаны, и как-то у нас думают, что кабардинцы как бы отказались от своего слова. Я знаю, что это не так. Просто вот расскажите эту ситуацию, как вы знаете. Ну, я еще раз повторюсь, это позор. Этот случай является позором для нас, кабардинцев. Они действительно сдались Муаеду Шорову, и который гарантировал им безопасность. Потом они получили приказ доставить их в Гудауту. Их доставили в Гудауту, сдали в штаб. Потом там уже кабардинцев не было. Был приказ переместить их обратно в Сухум. И вот в дороге из Гудауты в Сухум они были расстреляны. Ну, это, как мне известно, по слухам. И я не знаю, честно говоря, это очень сложный вопрос. Я могу сказать одно, если бы я там был, я бы такого не допустил бы. Я сделал бы все, чтобы... Я считаю, что это принципиально, что это является военным преступлением. Но таких подробных сведений об этом случае я не располагаю. Хорошо, там мы тоже знаем там некоторые ситуации, которые там были, там то, что Шамба подъехал, там и вот эти разговоры. Грузины сами как бы сказали кабардинцам, что мы пойдем Шамбой. Вот, как я знаю, такой там разговор был. Ну, не знаю, история все на свои места расставит. Да. Хорошо, удачи всем, до свидания. Так, следующий кто у нас? Ибрагим, давайте поговорим. Оставим уже войну. Мне кажется, исчерпывающие вопросы вы уже дали про военные действия. Поговорим о ваших взглядах после войны, если получится закопать топор войны обоим сторонам, грузинам и абхазцам. Для обоих сторон приемлемых вариантах получится что-то совместное создать. Да? Я не знаю, это будет федерация или широкая автономия в сторону Абхазии. Вот как вы видите, как возможно, вот ваши взгляды, вот что мы можем такое предложить абхазам, чтобы они согласились к совместной жизни? Много чего вы можете предложить. Вы можете предложить государство, вы можете предложить экономику, вы можете предложить систему, которая у вас есть. Ну, извините, я общался с Михаилом Саакашвили. Я считаю его своим личным другом. Ну, мы так... У нас таких больших контактов не было, ввиду того, что он очень быстро и сильно передвигался, в общем, в те времена. Но
Я даже в силу своих возможностей попытался изучить опыт Саакашвили. Он младше меня, но я не стесняюсь этого. И я скажу, что за эти 10 лет Саакашвили смог провести Грузию из вакханалии к правовому государству. Ну, те, кто постарше, помнит, что творилось в Грузии в этот постсоветский период. И к чему пришла Грузия в период Саакашвили. Я знаю, к нему отношение в Грузии неоднозначное, но это ваш вопрос. Мое отношение к нему такое, близкое, дружественное. Я считаю, что Саакашвили протоптал ту тропинку, по которой сможем пройти уже все мы, весь Кавказ, особенно северокавказские народы, в частности черкесы. Я могу говорить только за черкесов, я вполне откровенно скажу, что вот эта тропа, которую протоптал Саакашвили, в общем, станет и для нас тоже актуальной дорогой. Я верю, я мечтаю об этом. Правовое государство, жертвой которого стал потом и сам Саакашвили, это западные ценности, это интеграция. Но сейчас у нас для альтернативы есть два направления для интегрирования. Это Азия и Европа. Потому что мы живем прямо на стыке Азии и Европы. Я не думаю, что кто-то мечтает об Азии. Азия – это Китай. Кто-нибудь бежит в Китай, когда у него там ситуация стала плохой? Нет, все бегут в Европу. Все хотят быть частью, в общем, Европы. И как раз вот эта концепция, я считаю, для черкесов может быть приемлемой. И у нас появится возможность, и будет очень много вариантов, чего можно предложить абхазам, но это будет после того, когда пройдет эпоха Российской империи, Россия ослабнет, и просто ее не будет ее присутствия в Абхазии. Тогда все в корне поменяется, я в этом уверен. Ибрагим, даже я тоже отвечу на тот же вопрос, который Ираклий вам задал. Давайте просто на глобальную политику сегодня посмотрим. Кто-нибудь мог представить себе 2 года назад, что Армения и Азербайджан будут подписывать какие-то договора о взаимной торговле, там, не знаю, о коридорах международных и так далее. И даже идет речь пока на уровне разговоров, что у них может снова появиться вообще единая валюта. Даже до такой степени дошла речь. Я извиняюсь, Тимур, на 5 минут отлучусь. Ты веди пока. Да, хорошо, Ираклий. Соседу плохо стало, скорая приехала и просят помочь спустить человека. Очень плохо, понимаешь? Давай. Но сегодня они встречаются, Пашинян и Алиев встречаются на международных площадках, пожимают друг другу руки. Уже даже нету той дозы ненависти, которая была 2 года назад. Не то, что 2 года, даже 10 лет назад, то, что было по сравнению с сегодняшним днем, они стали уже, не знаю, дружить понемногу. Пройдет еще 10 лет, и время все лечит. И тем абхазам, которым сегодня не представляют себе совместную жизнь с грузинами, поверьте мне, это всего лишь иллюзия, что мы не сможем снова вместе жить. Да, согласен. Были разные периоды. Это не наша первая война. В нашей истории очень много противостояний было, ну тогда это было нормально. Но сейчас, в 21 веке, воюют только такие недостраны, как Россия, которые все еще думают о своем имперском прошлом. И которые не могут смириться с тем, что они не являются гегемоном на этой планете. Это у них не знаю, как синдром империализма, я так называю. В 2012 году начало войны было уже 20 лет. И мы, скажем открыто, начали пересматривать. Мы тогда абхазам сказали: уважаемые, 20 лет прошло, необходимо эту войну заканчивать. И альтернативы договариваться с Грузией просто нет. Вы должны
навести контакты и договариваться с Грузией, а мы вам поможем. Это было в 2012 году. И после этого я первый раз поехал в Грузию. Мы там встречались с депутатами в правительстве, потом с Саакашвили встретились. И вот с тех пор я именно говорю о том, что эту войну надо заканчивать, надо договариваться с Грузией. О чем вы договоритесь, это ваш вопрос. Мы можем стать гарантами ваших договоренностей. Только тогда, Ну, как минимум медиаторами. Да, мы можем быть только гарантами вашего договора. А договориться должны вы сами. И это будет рано или поздно, я в этом уверен. Я тоже. Как больше времени проходит, я больше и больше в этом уверен, что мы, конечно, придем к какому-то выводу, что по отдельности нам будет гораздо хуже, чем вместе. Да, именно так. И когда ты поглощаешься такой культурой, как российской, такой огромной страной, там выжить и выстоять свою, не то что независимость, свою элементарную культуру невозможно. Вы ассимилируетесь примерно 30-40 лет, и вы ассимилируетесь полностью. Ну, в Абхазии очень много, особенно мингрельских фамилий, которые ассимилированы, которые уже стали абхазами. Я лично не знаю ни одной абхазской фамилии, которая стала грузинской. Может быть, есть? Нет, есть. Такие случаи. Это работало в обе стороны, да, но преимущественно, конечно, в абхазскую сторону. Да. И вот, как вы говорили, войны были, драки были, все было. И с Грузией, абхазом были шансы немножко и подраться, и повоевать, и какие-то ассимиляционные провести. Вот война началась, и вроде они победили. Никаких шансов в этом направлении с Россией у абхазов нет. Только полная ассимиляция и уничтожение. А эту территорию Россия уже выкупила. Они думали, что... Гарантом их культуры являемся мы. Да, Только мы можем сохранить их культуру. Да, они думали, что Россия им помогает. Нет, это был сыр в мышеловке, в которую они попали. И выбраться оттуда может только им помочь Грузия. Потому что у Грузии есть такие международные права. Согласно международному законодательству, территория Абхазии считается грузинской оккупированной территорией. Подтверждена несколькими резолюциями. Согласно тому же законодательству, все нормативные акты, принятые после 1992 года, считаются ничтожными. И это именно это является единственным выходом для абхазов. Потому что имущество практически выкуплено россиянами и армянами тоже. Ираклий, очень рвется в эфир Гоша Маланя. Я не вижу. Если он для тебя приемлемый. Вот, вижу. Гоша, если ты хочешь подняться, кидай запрос. Хочу извиниться, просто соседу стало плохо и пришлось помочь скорой спустить его вниз. Хорошо, Ираклий, я должен уже выходить. Вот, поднялся Гоша. Здравствуйте, Ираклий, Хасенбеевич, саламу алейкум. Чату, всем остальным, всем привет. Здесь много вопросов задето, это не моя инициатива, люди просят, а людям мы не привыкли отказывать, мы готовы на любой платформе, говорит, в принципе. Вы затронули очень много тем, я не хочу военные темы затрагивать, есть будущее, можно поговорить о будущем и о лицемерии. Если есть такая возможность, если не против. Я затрону тему, которую для грузинского и абхазского общества, здесь поднимался Ливан, никто никого не награждал, никаких российских военных. Виталий Вольф был награжден, он был солдатом 7-й штурмовой бригады.
Он охранял, была такая станция Ишерская, там она, то ли лаборатория, в Нижней Ишере лаборатория, там, если вы помните, сейсмологическая, он охранял. И даже если посмотреть сегодня, там формулировка «убили сепаратисты», то есть абхазы. То есть его наградили героем России за то, что он охранял, как российский солдат, объект наследия Советского Союза. Это первый факт. Продолжим дальше. Хасенбеевич, мы с вами, жалко, что здесь, потому что вы боевой друг моего дядьки, как бы не хотелось бы здесь, конечно, с вами говорить, но хотелось бы задать вам такого рода вопрос. На сегодняшний день на территории Грузия, прошли выборы в 2024 году. Эти выборы ООН, Генассамблея не признала, некоторые участники этих организаций не признали. Вот сегодняшнее правительство является пророссийским, как вы считаете? Да. Да? Во-первых, относительно площадки. Меня абхазы уже давно никуда не приглашают. Я с удовольствием вас позову к себе. Просто Считаю вас не видно. предателем, откровенно говоря. Никто вас предателем не считает, Хасенбеевич. Во-вторых, сегодняшнее, к великому моему сожалению, сегодняшнее правительство Грузии, мы со стороны видим, что оно пророссийское. То есть в Грузию начал возвращаться, к сожалению, Советский Союз. А это Россия. Нам очень жаль. Я еще больше скажу. Я бы с удовольствием сейчас уехал бы Я сейчас в Европе, в этой спокойной, разложенной по полкам Европе. И я бы с удовольствием уехал бы в Грузию, но для меня это просто опасно. Слишком много у вас русских. Давайте я Я продолжу, Тимур, если можно, пожалуйста. Я абсолютно должен сказать, несмотря на то, что я лично являюсь, не знаю, оппозиционно настроенным гражданином Грузии, говорить однозначно, что наше правительство прорусское, это совершенно не так. Потому что никаких договоренностей, как и не было дипломатических отношений с Россией, так и нет до сих пор. Грузия может Так что быть это миф. Это миф. Если я был бы проправительственным, если бы я был проправительственным, конечно, я бы защищал бы это правительство с ног до головы. Но нет, я оппозиционно настроенный, но говорить про наше правительство, что оно прорусское, это неправда. Можно все-таки продолжить, если я продолжу. Хасенбеевич, то есть с вашей точки зрения вы сейчас выражали свое мнение, что абхазам лучше быть грузином. Я рассматриваю это так, какая разница... Подожди. Это уже провокация. Не-не-не, вы сами это сказали, что с грузинской государственностью в Абхазии будет лучше. Я сказал, что Абхазии надо договариваться с Грузией, а в каких формах договариваться, это уже... Я правильно понял, вы просто не дали досказать. Вы сказали, что абхазы растворятся в армянском обществе, в русском обществе, а в грузинском не растворятся, по-вашему. Это ваше субъективное мнение. Вы сказали, лучше договариваться. То есть современная Грузия, его правительство является пророссийским. Вы сейчас обвиняли нашего президента Бадру Гумба в марионеточестве, в чем угодно вы его сейчас назвали, да? Но все-таки там тоже пророссийское правительство, и мы, получается, то есть должны от одного к тому же прийти, получается. Так, по вашему мнению? Нет. Ну тогда, получается, это утопия, Хасенбеевич. Я могу ответить на вопрос? Да, я слушаю, да. Сейчас... По моему мнению, по моей информации, как я вижу, Россия плотно сидит в Грузии ровно так же, как и в Абхазии. Я говорю о том периоде, когда эпоха Российской империи пройдет, если с вами не будет русских, если вот этой нации, вот этой империи, которая всю жизнь травила нас друг на друга, вот эта старая схема «разделяй и властвуй», она была актуальна всегда и актуальна по сегодняшний день. Когда мы все кавказские народы без этого старшего брата, без этого посредника начнем между собой нормально разговаривать, мы прекрасно договоримся и решим все проблемы. Ваша проблема сейчас, почему вы не можете договориться с грузинами, заключается именно в том, что вы в теплых объятиях Российской империи. Это погибель как для вас, как для нас, так и для Грузии.
Хасанбеевич, я могу парировать ваши слова? Конечно. Имею? Да, ну я вам так, тогда я вам так отвечу, не выбираю ничью сторону. Вы обвинили, что у нас ватханалия, но я вам скажу одно. Выгодно, сильная экономическая Абхазия на этой планете никому не нужна, кроме самих абхазов. И среди нашего общества тоже есть такие, наверное, есть, которым она тоже не нужна. Ни России сильная Абхазия не нужна, ни Грузии не нужна сильная Абхазия. И я не поверю, что грузины захотят сильную Абхазию или Россия захочет. Все хотят нам принести рыбу. Ну, удочку дать нам никто не хочет. Объясню своими словами, фактами. Прошло 33 года после известных военных действий, да? Где вы, кстати, вышли победителем. Это будет потом последний вопрос, кстати. Абхазия, Грузия могла бы подписать договор, не устраивать нам экономические блокады, дать нам возможность развиваться, чтобы мы не там рыбу просили, а сами рыбу добывали. Но Грузия всеми возможными путями, вы прекрасно знаете, закон об оккупированных территориях, экономической деятельности. И в любом проявлении, когда Абхазия пытается проявить себя, выйти даже на международной арене в спортивной форме абхазской выступить, Грузия блокирует. Это ли есть, вот к ним мне надо пойти за Это помощью? элементарная государственность. А? Это Хасанбеевич, элементарная подожди, ну не лезь, я же не Ты с то, тобой что разговариваю. говоришь, хоть если мы будем это допускать, это будет признанием Абхазии. Я Вот, отвечу на этот вопрос. Слушаем Я вас. отвечу на этот вопрос. Ну, что касается санкций, это обычная государственная практика во всем мире. Потому что Грузия тоже общество неоднородное, разные политические течения, партии, взгляды. Поэтому это Грузия не придумала, это во всем мире. Но я вам другое скажу, уважаемые абхазы. Вам не нужно признание Абхазии. Если Грузия признает Абхазию, Абхазию признает весь мир. Других проблем ни с кем не будет. Если весь мир признает Абхазию, первым требованием к Абхазии будет привести в соответствие с демократическими нормами Конституцию Абхазии. А в Конституции Абхазии есть пункт, что президентом Абхазии может быть только этнический абхаз. Если вы приведете в соответствие с демократическими нормами свою Конституцию по требованию мирового сообщества, то президентом Абхазии может быть любой гражданин Абхазии. Ну, можно сделать 5-летний ценз и знание абхазского языка. Если вы введете эту поправку в свою Конституцию, вы никогда выборы уже не выиграете. Будет кто-нибудь не абхаз, родившийся в Абхазии и владеющий абхазским языком. И никогда вы в Абхазии власть уже не получите. Вы это прекрасно понимаете. Поэтому вам не нужно признание мирового сообщества. Хасанбеевич, секундочку, я извиняюсь. Назовите мне, пожалуйста, прецедент на Кавказе, чтобы... Я договорю. Ага. Я договорю. Вам сейчас вот эта неразбериха, которая творится в Абхазии, больше устраивает. Потому что воруют все, начиная от президента, заканчивая охранником. Не воруют только те, у кого нету такой возможности. Сколько денег в виде какой-то там помощи было за все эти годы предоставлены в Абхазию. Вот это Науру, помните, которая она, в общем, признала, которое мы услышали тогда, когда она признала Абхазию. Что это было такое? Это был инструмент воровства. Может, забыть, она отозвала. Это был инструмент, да, они ее использовали, и все. Это был инструмент воровства. То есть деньги ворованные, деньги обычно проходили через их банки. Это остров, где есть пляж и банк, и больше ничего нету. Хасанбеевич, Я могу парировать, Хасанбеевич? мне кажется, вашему оппоненту как раз и надо то, о чем мы говорили, чтобы не абхазец стал президентом Абхазии, потому что он сам не является абхазцем и на президентское кресло. Я Конечно, так думаю. мне это выгодно. Хасанбеевич, назовите мне, пожалуйста, прецедент в любой Кавказской республике, пусть будет на территории Российской Федерации или на территории Грузии, Армении или Азербайджана, чтобы не было этнической национальности той страны, как она называется. Можете назвать? Даже в этих странах нет этого закона. Есть? Ну, в Аргентине 2 слова. Я сказал на Кавказе, Хасанбеевич.
Слушай, а на Кавказе ты что, видел нормальное государство? Ну понятно. Ну, Казимбеевич, вот еще это один пример вопрос, был. еще один вопрос меня интересующий. Скажите, пожалуйста, вы не отошли от своих обычаев, от датов и традиций? Ну, к Живя в сожалению, Европе. частично отошли, но стараемся. Ну, морально-этическое кавказское у вас осталось? Надеюсь. В современная Грузия, в вашем понятии, морально-этическое кавказского общества соответствует? Вполне современному этническому соответствует. Я неоднократно был в Грузии. Мне кажется, что вы Картвела никогда в глаза не видели, Хасанбеевич. Это вам кажется. Включи Мне камеру, кажется, может, то есть- я тебя увижу. Можно Да перекреститься. я понял. Когда Еще, что-то кажется, надо перекреститься. Хасанбеевич, я Да. все прекрасно понял. Еще скажите, пожалуйста, вы гордитесь тем, что вы победитель? Конечно. Горжусь тем, что я герой Все, Абхазии. ассаламу алейкум. Хасанбеевич, больше вопросов к вам не имею. Если вас Абхазия не приглашает, мы вас пригласим. С удовольствием побеседуем. Вы ответили все честно, как можете. Опять грузины вас приглашают, Хасимбеевич. Где грузины? Все мигрелы сидят, слушай, и Хасанбеевич, тебя мигрелы оккупировали. Здесь абхазов даже нету, я тебя удивить хочу. Тебя дурят, Хасанбеевич, это мигрелы, не грузины. Подожди, ты что, меня считаешь мальчиком? Я здесь разговариваю сегодня с мингрелами, потому что с ними можно разговаривать, а с вами невозможно почему-то. К сожалению, так. Правильно, Хасан. Мигрелы, они такие гибкие, с ними. Ну, молодцы, правильно. Здравствуйте, Ибрагим. Мы с вами знакомы. Мы с вами знакомы, мы с вами разговаривали. Вы помните, наверное. Да. Я бы хотела тут сказать, что вот тут упоминают и часто говорят, что на сегодняшний день грузинская сторона и абхазская сторона. Просто хочу исправить, что в дипломатии и на международном уровне, если переговоры, никакая грузинская сторона, никакая абхазская сторона не существует. После 2008 года существует только грузинская и российская сторона. Эти переговоры ведутся так. Так что у многих есть тут иллюзии, что переговоры ведут, например, насчет признания или, не имеет значения на кое-какие темы, Абхазия и абхазы и грузины. Но нет, вы, наверное, лучше меня знаете, что абхазам там даже слова не дают. Может, вам поверят, потому что часто мне не верят. Да, это именно так. Россия. Если бы там была бы абхазская и грузинская сторона, мы бы без проблем договорились бы. Но пока там будет русская сторона, шансов договориться нету. Потому что сняли, полностью сняли абхазов, даже у них нету никакого там статуса, что они охранники, я не знаю, где официанты, или почему они вообще там сидят. Потому что нету абхазской стороны. Так что, дорогие абхазы, когда вы говорите, что мы с вами должны договориться, это исключено, потому что за вас говорит Россия всегда. А с русскими договориться, с грузинами, уважаемый Ибрагим считает, что пророссийские власти, я бы сказала, я тоже оппозиционно настроенная, я не очень любливаю кое-каких во власти, но недавно, например, шли американские и грузинские учения. И учения это «Синие кепи» называется. Это не Альфа, которые зашли, например, в Венесуэлу, но такая, серьезный спецраз. Неделю-два назад проходили у нас эти учения. Так что я это хотела сказать, что сегодня... Это мое мнение такое. Да. Вы имеете право. Я не претендую на истину. Да, вы имеете полное право. И то, что я хотела сейчас сказать, было все это, что когда упомянут и говорят, что сегодня существует грузинская и абхазская сторона, нет, мои дорогие, сегодня существует грузинская и российская сторона, к сожалению, абхазов. Согласен. Спасибо, Ибрагим, спасибо. Иракли, мадлоба диди. До свидания, Ибрагим. Приятно было пообщаться. Надеюсь, мы еще встретимся в эфирах. Еще лучше будет, если в жизни встретимся. Да. Счастливо. В принципе, мы закончили, наверное. Если вы еще хотите от себя что-то добавить. Да, я одно слово скажу в заключение.
Я считаю, что эта война была испытанием для всех северокавказских народов. И мы на фоне того, что происходило в Чечне, на фоне того, что происходит в Украине, на фоне войны, которую постоянно ведет Российская империя по всему миру, это испытания прошли довольно-таки достойно. Мы, как я уже говорил, у нас нет расследованных военных преступлений, только миф об этих преступлениях. Мы друг к другу даже во время войны относились с уважением, и сейчас для нас крайне важно пройти этот период, перевернуть эту страницу, с чистого листа начать договариваться. К сожалению, пока Российская империя присутствует в Абхазии, там это невозможно. Но я уверен, как только эпоха русских пройдет, и мы избавимся от этой империи, ситуация там в корне поменяется, появятся большие перспективы по вопросам договориться именно по этой проблеме. Вы должны сами договариваться, как я уже говорил, а мы это северокавказские народы. Я очень надеюсь, я сейчас работаю над этим, я хочу свою оставшуюся жизнь посвятить этому вопросу, чтобы отделиться от России всем Кавказом, создать конфедерацию кавказских народов равноправную. Для нас крайне важно, чтобы каждая национальность, каждая сейчас республика обрела себя, свою территорию, независимость, государственность. Даже необходим какой-нибудь период для небольшого экономического развития. А после этого я надеюсь, что северокавказские народы придут к какой-то равноправной конфедерации, и Северный Кавказ станет государством. По крайней мере, мы об этом мечтаем, мы над этим работаем. Поэтому мне было очень интересно. Я с удовольствием, если еще пригласите, приду к вам и к абхазам тоже. Поэтому, думаю, до новых встреч. Благодарю. Я вас с удовольствием приглашу еще раз, и я бы с удовольствием с вами обсудил бы тему об идентичности этноса, об сохранении языка. Я знаю, вы хорошо в этих вопросах разбираетесь. И как-нибудь, если вы не против, договоримся и поговорим. Не против. Постараюсь. Всего вам доброго. Большое вам спасибо. За сегодняшний эфир вы дали исчерпывающие ответы на все вопросы. И я вам за это очень благодарен. Очень приятно было с вами вести этот стрим. Счастливо.